Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, кто потерял покой из-за вас, кто о вас думает, постоянно вас представляет, кто о вас мечтает и ищет с вами встреч. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, сразу хочу рассказать вам про какого-то женатого мужчину, потому что он особенно как-то по вам страдает. Он как будто бы в клетке сидит, понимаете? Он сам по себе очень нерешительный человек, ну и даже какой-то, знаете, слабохарактерный, возможно. И человек особенно несчастливый, вот совсем не повезло. И с женой ему не повезло, и дети как-то его не любят, не уважают. И может быть он сирота по жизни, да, вот остался рано без родителей, либо родители где-то очень далеко от него находятся. И на работе его как-то угнетают. Ну просто вот 33 несчастья. Вот такой человечек. Этот человечек, он вам знаком. Либо вы знаете его, там, имя, общаетесь, либо визуально, да, может быть, где-то рядом с вами проживает, может быть, на работе где-то с вами. Вот он вас действительно любит. И любит так, как никого в своей жизни не любил. Вы для него просто икона. Как стимул, да, стимул жить, засыпать и просыпаться. Он с мыслями о вас вот так и живет. И засыпает, и просыпается. Сказать о своей любви, но он никогда не осмелится. Даже если он там допинга примет, да, все равно не осмелится. Ему даже как-то страшно к вам близко подходить. Он боится, что он не справится со своими эмоциями и чувствами. Вот о чем он мечтает, вот почему-то ему очень хочется вас вот прям обнять, вот крепко-крепко к себе прижать, вот, почувствовать вашу теплоту, ваш запах, не знаю, вашу нежность. Вот прям об этом мечтает. Тут нету никакой пошлости, там, про интим, нет. Вот он вас считает, да, вот такой вот просто святой женщиной, не знаю, идеальной святой женщиной. Он очень всегда за вас вот прям переживает. Если он вас долго не видит, либо вы идете там в дурном настроении, ну вот он прям готов, я не знаю, там жизнь отдать, чтобы вам было хорошо. Очень несчастный человек. Вот бывает такое, да, очень не повезло ему. Вы знаете, вот у кого-то из девочек отыграется, что этот мужчина, он даже может, если он верующий, даже за вас молиться. Вот просить, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас там обошли все беды и невзгоды, да, чтобы плохой человек вам не попался. И он как будто бы смирился с тем, что никогда не сможет к вам прикоснуться, да, либо назвать вас вот своей женщиной, признаться в своей любви. Очень несчастный персонаж, но так бывает, да, это жизнь, так случилось, так получилось. Так что, знаете, есть по-настоящему любящий вас человек, и вы, возможно, от этого человека что-то чувствуете. Ну, там взгляд его, да, либо какие-то вот грустные нотки в глазах, да, то есть либо вы встречаетесь, там глазки начинают блестеть, он вас любит, но, к сожалению, никогда об этом не сможет ни признаться, ни сказать, и, ну, там слишком сильно его вот закрутили, посадили в эту клетку, там он и сидит. Дальше, мои хорошие, есть человек, которому вы отказали, вот как будто бы вы перед этим человеком дверь закрыли. Либо в принципе отказались от его ухаживания и сказали: ну так, товарищ, мне с вами не интересно, давай куда-нибудь подальше иди. Либо с этим человеком была поставлена точка вот в отношениях. То есть он как перед закрытой дверью стоит. Он смириться не может с тем,
что он вас, ну как, потерял, да, либо не воспользовался этим шансом. Сам по себе он личность какая-то неблагонадежная. То есть есть у него, ну, скажем так, особенности характера, либо поведения. Может быть, у кого-то даже отыграется, что мужчина, ну, нечестный, обманщик, либо, может быть, даже какой-то криминальный элемент. Что-то есть такое вот пугающее и злое в этом человеке. Вот. То, что вы ему отказали, вы правильно сделали. Действительно правильно сделали. То есть человек... Но даже любовь бы его не исправила, понимаете? Вот какие-то у него наклонности вот нехорошие были. Он, не могу сказать, что прям любит, но вот он смириться не может, принять этого не может. Может быть, вы первая и единственная женщина, кто ему отказала. И вот у него почему-то желание, да, вот достучаться до вас, и чтобы вы... ну, либо, не знаю, как бы приняли его обратно, либо объяснили, что там не так, да, в чем я хуже, там, чем другие. Если вы, девочки, узнали своего бывшего, вот я вас прошу, дверь эту не открывайте. Не надо вам с ним не общаться, не разговаривать. Он не хороший мужчина, не хороший, поверьте. Ничего хорошего в жизнь вашу не несет. То, что было, может быть, да, он себя показал, и вы ему как справедливо отказали. Вот не дай бог, понимаете, чтобы он вот прям показал все, на что он способен. Вот это лучше избегать. Не идите на поводу там, интереса, либо там, чувств. Выгнали его из своей жизни, все, пусть уходит. Но он прям, смотрите, какой настойчивый. Возможно, у вас встреча с ним скоро состоится. Прям будет опять вот пытаться вас либо на разговор, либо на свидание. Вот важно ему, вот прям кипит у него там внутри, смириться не может. Так, девочки, еще есть мужчина в интернете у кого-то. Птичка вам все время посылает. Ну, так понимаю, сообщения, да, туда-сюда летают между вами. Этому человеку вы очень интересны. Это не про любовь, это про интерес, про желание, ну, вот общаться, друг друга узнавать, как-то вот как игра идет какая-то между вами, да, может быть, флирт какой-то идет. А человек сам себе очень рад, да, счастью своему поверить не может, что такая шикарная женщина, как вы, обратила на него внимание. Может быть, у него аватарка там не настоящая, может быть, он там себя отфотошопил, может быть, он в принципе, да, из себя там ничего особого не представляет, либо это его мнение о себе, может, закомплексованный человек. А тут такая шикарная женщина, как вы, обратила внимание, ему отвечает, с ним общается, ну, вы его как бы одухотворяете, да. То есть очень интересно, к чему это все придет, как это все у вас будет развиваться. Ну, такое. Флирт, понимаете? Вот он думает о вас. Ему очень хочется с вами встретиться вот вживую, да, вас увидеть, почувствовать, вдохнуть аромат ваших духов. Но он себя стесняется. Почему-то он себя вот как-то... Может, действительно он такой весь какой-нибудь угловатый, плешивенький. Он сам себя стесняется. То есть может морочить вам голову не потому, что вы ему не интересны, а наоборот, потому что он стесняется сам себя. Ну, такой немножечко неадеквашка выходит. Так, а еще здесь у меня выходит какой-то мужчина в возрасте. Причем не красавец, но очень харизматичный. Это может быть начальник, либо какой-то деятель, да, то есть человек с положением в обществе. Очень, кстати, суровый дядька такой, ну прям такой вот может и материться очень громко, и вот говорит как режет, да, вот как мечи летят. Серьезный человек, вы ему кого-то напоминаете. Вот он вас все время рассматривает, он к вам присматривается. И если это ваш начальник, почему-то хочется ему, вот не знаю, с вами то ли уединиться, то ли как-то вот прям поговорить, что-то у вас спросить. Вот он к вам относится, понимаете, как-то трепетно. То есть интерес какой-то, я не могу сказать, что любовного характера,
Хотя у кого-то может отыграться. Вот больше показан интерес как души у человека к вам. То ли жизнь ему ваша интересна, то ли вы действительно кого-то напоминаете, и ему хочется вот вас расспросить, там, узнать о вас, о ваших родственниках, кто вы, что вы, там, какие-то подробности из вашей жизни узнать. Кстати, не исключено, что он на такой разговор пойдет. А у кого-то из девочек отыграется, что этот мужчина, да, действительно хотел бы с вами близости. То есть вы ему нравитесь как женщина, причем вот у него какой-то вкус особенный на женщин, да, вот ему все не нравятся, ему нравится только вот ваш типаж, да, вашего типажа женщины. Вот как-то вы его зацепили, и вот он пока думает, там, как подойти, да, как там предложить, стоит, не стоит. И он очень, кстати, занятой человек, то есть у него еще особо времени нет на то, чтобы как-то там проявляться, да, в романтическом плане. Так, девочки, дальше идем. Ну, здесь явно кто-то пришел на отсыпку, кто в браке, и брак очень непростой. Брак либо трещит по швам, либо уже, знаете, как присытились вы друг другом, и, ну, вот кажется, что потеряли интерес. Вот я вас сейчас шокирую и, наверное, удивлю. Ваш муж, которого вы считаете, ну, скажем, таким соседом уже, да, соседом, либо у кого-то мучитель, не муж, а мучитель идет. Вот, на самом-то деле о вас постоянно думает. Ему в последнее время вот прям страшно, аж поджилочки трясутся, что вы можете найти себе другого, что вы можете от него отказаться, что вы можете с ним развестись, что вам он будет неинтересен, что вы пойдете как бы своей дорогой. Вы очень видная женщина, очень такая самостоятельная и независимая, и он действительно напрягается. Вот он смотрит на себя в зеркало, сравнивает там вас, себя, ваши достижения, свои достижения, и понимает, что он вам очень конкретно проигрывает. Вот как, может быть, наконец-таки дошло, что ему так повезло с женой, а он не ценил, либо как-то не сумел вот этот интерес между вами сохранить. Вот, и он сейчас напрягается, действительно, и очень ревнует, девочки, очень ревнует к тому, что вы независимо и живете своей жизнью. И то же самое может отыграться у девочек, у кого бывший муж как-то с вами на связи, да, вхож в ваш дом, там, может, там с детьми встречается, общается, либо рядом где-то вы проживаете, очень пристально за вами следит. Знаете, если бывший, то вот осознание, да, что, ой, а что же я наделал, да, как же я мог ее потерять. И вот этот мужчинка, ваш бывший, ну, либо настоящий, да, будет пытаться каким-то образом на себя обратить внимание. Но то, что он будет делать, ну, мне лично не нравится. Я вот не понимаю таких подходов. То есть есть мужчины, которые хотят обратить внимание, они становятся галантными, ухаживают за женщиной, там подарочки, цветочки, какие-то приглашения. А вот этот мужчина пойдет от противного. То есть он будет создавать проблемы, да, и вас отвлекать от вашей жизни, вот хотя бы таким образом. И как, знаете, как проверять, вот, как она там сильно на меня может обозлиться, да, либо там среагировать, да, вот насколько я могу ее задеть. Вот если она равнодушна, значит все пропало. А если она будет реагировать, то значит еще какие-то чувства сохранились. Ну, какой-то бред, понимаете, бред. Вот я некоторых мужчин иногда, ну, совершенно, я отказываюсь это понимать. Вот такое поведение, цеплять женщину, создавать женщине проблемы, чтобы проверить, а не остыла ли она ко мне. Да? То есть какое-то странное отношение, странный подход. Так, ну и девочки, кто у меня сейчас общается и встречается, мои хорошие. Ну, мужчинку, конечно, вы себе выбрали интересного, тут талантливый, спокойный, способный. Вот ему толчок нужен, понимаете? Вот кто-то у меня встречается, общается, либо вот интерес между мужчиной и женщиной завязался. Но мужчина, он как больше как кругами ходит, да? То есть каких-то активных действий, особо активных, в вашу сторону не наблюдается. Вам нравится этот человек, и вы ему очень нравитесь. У кого-то прям влюбленность очень сильно идет. Я имею в виду мужчину.
Хотя и у женщины тоже может быть влюбленность. Но мужчина вот медлит, как-то межуется, вот не пойми, что ему надо. Значит, мои хорошие, я сейчас объясню, что происходит. Мужчина этот, вот с кем вы общаетесь, встречаетесь, он растерялся, он очень растерялся. Вот с каждым днем его чувства, они меняются, они становятся более яркими, более какими-то возвышенными. У кого-то это беспокойство вызывает, у кого-то вообще страх, да, что со мной происходит, почему у меня такая реакция на женщину. То есть он о вас подумал, у него уже раз там, извините, жарко стало ниже пояса. То есть вот идет процесс, когда человек влюбляется. Вот если вот наблюдать за ним, ну вот прямо, да, от влюбленности до любви идет. Вот, и это его пугает. Ему нужно немножко больше времени. Ну, такие люди, такие мужчины, да, встречаются, попадаются. Это не значит, что он там какой-то не такой. Нет, мы просто все разные и по-разному реагируем. Женщины... Для женщин все как-то более, мне кажется, просто. Да? Нравится, не нравится, удобно, не очень. А вот у мужчины, они в этом плане, у них более сложная конструкция. Ему нужно привыкнуть, ему нужно принять, ему нужно подумать, там, за ухом почесать. Ну, как бы естественный процесс. Значит, ваши вопросы, как он к вам настроен? Настроен он с любовью. Будет ли действовать? Да, будет, но будет медленно действовать. Да, надо время ему дать. Ну и получится, не получится. Я вижу, что люди объединятся под чашей любви. То есть здесь будут отношения, и любовь между вами будет, мои хорошие. Вот так вот. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.